Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Традиционно в преддверии начала нового учебного года работники образования собираются на августовскую конференцию. Качество образования, вызовы и перспективы национального проекта «Образование». Такую тему носила встреча текущего года. Она прошла на базе 7-й школы. Основная аудитория конференции – учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, руководители образовательных организаций. Все те, кто трудится на благо становления новых личностей. В текущем году более 6600 учащихся вновь сядут за школьные парты. В своем выступлении Виталий Михайлов дал хорошую оценку системе образования, подробно остановился на улучшении материально-технической базы и обновлении учебных заведений. 47 миллионов рублей в этом году мы вкладываем совместно с Республикой и Федерацией на материально-техническую базу наших учебных заведений. На общую образовательную школу направляется 35,5 миллионов рублей, а на школьное учреждение 11,5, и доп. Образование полмиллиона рублей. Вы все видите, что идет строительство, заканчивается строительство детского садика по улице Ленина стоимостью 112 миллионов рублей. Оборудованный этот садик составляет 9,5 миллионов рублей. Добавок ко всему создается 195 дополнительных ясельных мест. Стоимость оборудования этих мест составляет 5 миллионов рублей, и оснащение этих ясельных групп 2 миллиона рублей. Это колоссальные деньги, и я думаю, что не последние ежегодно будут вкладываться определенные денежные вливания на создание благоприятных условий труда. Сегодня запущена программа по капремонту школьных учебных, средних образовательных школ, имеющих более 50%. Порядка 6 школ попадут в эту программу, всего у нас их 10. Дополнительно правительством республики оказывается поддержка. Вот сейчас заброшены данные на 4 спортзала на будущий год. Стоимость ремонта каждого из которых составит 1,5 миллиона рублей. Большое внимание также уделяется и системе безопасности, отметила глава администрации. Национальный проект образования был утвержден в конце 2018 года. Сегодня он включает в себя 9 проектов. В течение 6 лет до 2024 года на реализацию национального проекта образования будет направлено почти 800 миллиардов рублей. Сегодня в Канаше системой дошкольного образования охвачено более 3200 детей. Для обеспечения детей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах открываются новые ясельные группы. В начале сентября туда пойдут дополнительно 195 детей. Как отметила Валентина Дмитриева, также в текущем году из средств республиканского бюджета будет произведено обновление технологического оборудования пищеблоков во всех детских садах города Канаша. Перед школами стоит задача повысить уровень образования и воспитывать гармонично развитых детей, отметили сегодня. В прошедшем учебном году 2 ученика из 6-й и 7-й школы на экзамене по русскому языку заработали 100 баллов. В рамках проекта «Учитель будущего» будет внедрена национальная система профессионального роста, охватывающая не менее 50% учителей. Также поставлена задача о полной ликвидации 2-й смены. Цифровая образовательная среда, наука в школе – это уже недалекое будущее, а перспективное настоящее. Школы города получили комплекты оборудования по робототехнике. В новом учебном году нам необходимо ввести это оборудование в учебный процесс. В рамках проекта «Наука в школу» школа номер 7 получила современное оборудование для оснащения кабинета химии. Это оборудование позволит обучающимся углубленно изучать учебный предмет. В результате реализации проекта «Успех каждого ребенка» 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием. За творческую одаренность специальной стипендией главы Чувашии отмечены 28 представителей молодежи нашего города. И тут можно отметить, что бесспорно в воспитании и становлении инициативных и целеустремленных детей играют большую роль их учителя. Порядка 40 преподавателей и воспитателей сегодня получили заслуженные знаки внимания администрации, отдела образования города Канаша, а также Министерства образования и Государственного совета республики. Привлечение в образовательную среду молодых специалистов также является важнейшей задачей нашего времени. Уже в текущем году ряды преподавателей пополнились 4 специалистами: Ксения Осипова и Кристина Алексеева, учителя 5-й школы. Я буду работать в 5-й школе. Закончила педагогический колледж по преподаванию в начальных классах.
Сейчас я поступила на заочное отделение в ЧГУ, на филологическое отделение. Хочется побыстрее вклиниться в эту работу, так как это очень интересно, новые знакомства, новые детки, это же очень интересно. Закончила факультет иностранных языков. Первый у меня английский, второй немецкий язык. Языки, конечно, учить сложно, но нужно много трудиться, нужно много запоминать. Ну а так, нужно еще заниматься самообразованием больше всего. На сегодняшний день в КНАШе людей, входящих в число комплекса ГТО, составляет более 6 тысяч человек. В этом направлении активную работу проводят и школы города Канаша. Сегодня особо отметили коллективы 6 и 8 школ. И именно им достались кубки. Участников комплекса наградили знаками отличия. Также сегодня было отмечено, что с нового учебного года на базе Канашского педагогического колледжа будет открыт Центр цифрового образования детей и подростков IT-Куб. Проект направлен на повышение общего уровня IT-грамотности современных детей и молодежи. Об этом подробно рассказал директор учебного заведения. Также 20 образовательным учреждениям республики присужден грант главы Чувашской республики в размере 200 тысяч рублей. В их число вошла и школа номер 3 города Канаша. Грант будет направлен на развитие учительского потенциала, отметил директор школы. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Владцева. Вести недели. Торжественный юбилей в этом году отмечает российский триколор. Праздничные мероприятия по этому случаю состоялись в городском парке. Жители города порадовали выступлениями юных дарований и состоявшихся вокальных коллективов. В то же время продолжается и благоустройство парка. Обо всем этом в нашем следующем сюжете. 22 августа по всей России празднуется День флага. Торжественные мероприятия по этому случаю не обошли стороной и наш город. В парке культуры и отдыха состоялся праздничный концерт. Российский флаг себе олицетворяет желание каждого из нас жить в могучей, процветающей, преуспевающей стране. Но я бы еще и добавил в родном, процветающем городе. Поэтому сегодня мне хотелось бы пожелать каждому из здесь присутствующих здоровья, счастья, благополучия. С Днем государственного флага Российской Федерации. С праздником вас! Своими вокальными номерами зрителей порадовали молодые таланты Дома детского творчества. Бурными аплодисментами встречали солистов танцевального ансамбля «Юность», Чувашский народный хор «Канаш» городского дворца культуры и народный вокальный ансамбль «Россияночка». Кроме того, ко дню российского триколора в Канашском городском парке была открыта новая баскетбольная площадка, позволяющая проводить игры как в стандартном, так и в стритбольном формате 3×3. Глава администрации города Канаша Виталий Михайлов произвел символичное первое вбрасывание, поздравил горожан с праздником, а также рассказал о планах улучшения инфраструктуры парка. В первую очередь, действительно, я хочу поздравить всех горожан с Днем государственного флага Российской Федерации. Сегодня у него юбилейная дата, 350 лет. Мы все горды, когда по любому поводу поднимается флаг Российской Федерации, будь то спортивные достижения, будь то какие-то другие победы. И у каждого из нас чувство причастности к той великой державе, в которой мы живем. Благодаря поддержке Федерального центра и республики парк преображается. Он еще не до конца. Мы сегодня обновили входную группу, мы расширили и качественный ремонт произвели центральных дорог парка. Сейчас уходим на всевозможные дорожки, которые маленькими нитками соединяют различные концы города. Добавок ко всему хотелось добавить, что уже сегодня закуплены скамейки и такие красивые урны из дерева. В ближайшее время вы все сможете, дорогие горожане, их созерцать. Под них готовятся площадки из тротуарной плитки. Будут также дополнительно к той площадке, которую сегодня мы открыли, баскетбольную, будет еще и теннисная площадка, также и будет тихая такая зона для шахматистов. Участниками первого матча стали воспитанники детской юношеской спортивной школы «Локомотив». Подобные площадки, без сомнения, способствуют увеличению количества здоровой молодежи, а также служат толчком к росту заинтересованности у граждан в занятиях активным отдыхом. Большие звезды, они рождаются на маленьких площадках, поэтому хотелось бы, чтобы наша новая площадка стала тем самым местом, откуда вышла бы, родилась новая звездочка. По прошествии определенного количества времени мы могли с гордостью сказать, что этот большой спортсмен, большой в плане спортивного успеха, в том числе начинал свои первые шаги в городе Канаш.
Атмосферу праздника поддерживало и теплое солнце, которое дарило горожанам только приятные эмоции. Многие уходили с улыбками и отличным настроением. Особенно важно было получать положительные эмоции именно сейчас, когда на дворе пролетают заключительные летние дни. Антоний Николаев, Ирина Константинова, Павел Павлов. Сплоченной командой администрация города Канаша приняла участие в спортивных баталиях в рамках 18-го летнего этапа спартакиады органов власти. Чиновники всех уровней соревновались в быстроте и ловкости на стадионе «Урожай», расположенном в Канашском районе, рассказывает Антоний Николаев. В течение всего дня команды, разделившись на 3 группы, представители органов исполнительной власти Чувашии, территориальных органов и органов местного самоуправления, боролись за звание самого спортивного и дружного коллектива. Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, а лучший отдых после умственного труда – спорт. В этом абсолютно уверены государственные и муниципальные служащие Чувашии. Позвольте мне в первую очередь поприветствовать вас всех от имени главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Вот мы, когда ехал сюда, разговаривали с ним, и он сказал: значит, Юрий Егорович, передайте всем слова благодарности и признательности за активное участие всех служащих государственных, муниципальных в спортивных мероприятиях, которые личным примером показывают: спорт – это не для галочки, спорт – это для жизни. Традиционно в программу летнего этапа спартакиады входит комбинированная эстафета, состоящая из дисциплин летнего триатлона. В этом году из-за прохладной погоды плавание в открытой воде отменено. Команды соревнуются по программе дуатлона – бег, велогонка, бег. Такая прекрасная погода дает возможность показать результаты, заняться спортом. И видно, что органы государственной власти на сегодняшний день остаются также активными, спортивными. Соответственно, и все показатели качества выполнения работы и здоровья. Подготовка на сегодняшний день сделана на высшем уровне. Хочу выразить огромную благодарность руководству, оргкомитету за то, что сделали, можно сказать, невозможное в такую погоду. Все отлично. Трасса, ну и Государственный совет занял 3-е место. Особенно придает эмоций и сил. Хочу поздравить всю команду с этой победой, с этим начинанием. У нас еще впереди много-много соревнований. Всем участникам хочу пожелать только победы, стремления, здоровья и удачи. В финале матча по мини-футболу команда администрации города Канаша встретилась с соперником – Канашским районом. На протяжении всей игры канашцы держались стойко, не пропуская ни одного мяча, и лишь в конце последнего тайма уступили сопернику со счетом 1-0. Но это вовсе не повод для огорчения, ведь главный принцип спартакиады они с честью поддержали – быть спортивным и здоровым. Все рвутся в бой, все хотят показать прекрасные результаты. Всем мы напомнили, что первое место одно, за него надо бороться, надо показывать лучшие результаты. Эта аудитория, то есть участники спартакиады, является нашей точкой опоры, с помощью которой мы выполним указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича о 55% регулярно занимающихся физической культурой и спорта. Напомню всем, что регулярность занятий физической культурой и спорта является 3 раза в неделю. Большим накалом страстей отличился и турнир по перетягиванию каната. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Блацова. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.